Освоить новую специализацию, набраться опыта и внести свой вклад в развитие автомобилестроения страны. На прошлой неделе у главы Ингушетии состоялась встреча с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым. Обсудили важные аспекты расширения партнерских отношений и увеличения числа студентов из Ингушетии. Какие изменения произойдут в образовательной сфере и профессиональной подготовке нашей молодежи, поговорим с гостем студии. Также в сегодняшнем выпуске программы расскажем о деятельности криминалистов Следственного отдела, об основных задачах, приоритетных направлениях, о борьбе с терроризмом, раскрываемости преступлений, сложностях в расследовании. Здравствуйте, в студии Диана Дударова, в эфире «Главное». У нас сегодня в гостях директор Северокавказского топливно-энергетического колледжа Мустафа Ацуров. Мустафа Туганович, здравствуйте, рада вас видеть у нас в гостях. На встрече Калиматова с Максимом Соколовым, президентом «АвтоВАЗа», говорили о планах увеличить число студентов и выпускников, которых мы направляем на стажировку на предприятие «АвтоВАЗа». Скажите, пожалуйста, с чем было связано увеличение этой квоты? Насколько нам известно, ранее на стажировку отправляли до 26 человек. И после прохождения стажировки могут ли ребята рассчитывать на постоянное место работы? В прошлом году, в 2023 году, благодаря работе главы республики, благодаря общественной организации Союза машиностроителей, которую мы в прошлом году открыли, мы заключили соглашение с «АвтоВАЗом». Президент «АвтоВАЗа» является членом Высшего бюро Союза машиностроителей, и он курирует 4 региона. Это Ингушетия, Чечня, Санкт-Петербург и Челябинская область. Соответствующим образом в рамках этой работы Максим Юрьевич в прошлом году в октябре посетил нашу республику, участвовал в работе регионального отделения. Региональное отделение мы провели в администрации главы республики под его непосредственным надзором. Так. И там во время переговоров родилась такая идея. Максим Юрьевич берет на себя возможность организации стажировок наших учащихся колледжей, берет на себя проезд, проживание, частичное питание и выплату полной заработной платы. В апреле этого года мы туда послали 26 детей, их встретили, разместили, они проработали. И после 2,5 месяцев работы приехали, некоторые из них привезли заработную плату в размере до 300 тысяч рублей. Заработали. То есть оплачиваемая стажировка. Оплачиваемая стажировка, да. Вы сравните, вот если бы они проводили бы эту стажировку у нас дома, утром вышел, в обед пришел, так, по знакомству, по блату, там дневник стажировки там расписали, а здесь конкретно работали. Ребята с удовольствием рассказывали, что первый раз в жизни познакомились с производством. Там большинство детей вообще на самолет не садилось, не выезжало за территорию республики. Не видели, как другие живут, как работает предприятие. Хороший такой опыт получили, родители благодарили. И в этом году, благодаря и этому примеру, у нас огромное количество молодежи устремилось в это направление. Если у нас одна группа, ремонт автомобильной техники, в этом году мы уже 125 человек взяли. Соответствующим образом мы попросили «АвтоВАЗ» увеличить количество мест. И Максим Юрьевич после приезда, после проведения еще следующего ежегодного заседания регионального отделения принял решение до 70 человек квоту увеличили. То есть за раз 70 лет будете? Да, мы разбили, да, в течение учебного года мы разбили эти 70 человек, и сегодня мы 29 человек отправили. Они на 2,5 месяца до конца декабря будут находиться на «АвтоВАЗе». Для них приготовлены, они закупили билеты, «АвтоВАЗ» закупил. Для них приготовлены места для проживания, очень шикарные условия. Их доставляют на работу, с работы. Старшим поехал мой заместитель, он второй раз уже выезжает. В апреле, когда 26 человек у нас там проходило стажировку, не было ни одного случая нарушения трудовой дисциплины. Сами ребята как отзываются об условиях труда? Насколько они достойны? Очень довольные. Из 26 5 человек сразу остались. То есть они там еще? Это выпускники 3-х курсов, и по закону, если они трудоустраиваются, мы имеем право
очной форме их перевести на индивидуальную форму обучения. Они справку приносят, что трудоустроились. Все, кто туда поехал, 18-летние, то есть они сразу заключают трудовой договор и работают полноценно, как и любой рабочий. Для чего это надо? Тут несколько целей мы преследуем. Первое – это, во-первых, наши молодые люди начинают ориентироваться в профессии, понимают, их ли это или нет. Во-вторых, те люди, которые останутся и будут там работать, через какой-то промежуток времени вернутся к нам в республику, уже будучи специалистами. Соответствующим образом в трудовой книжке у них стаж стоит как работник АвтоВАЗа. Если мы уйдем чуть-чуть в историю, старшее поколение даст соврать, что 99% успешных ингушей, о которых сегодня мы знаем, имена которых звучат, это бывшие выпускники советской старой школы, которые поехали на отработку диплома по распределению и остались, и стали успешными там. Таким же образом мы и планируем здесь. Следующий этап мы будем направлять в январе месяце. 40 Сегодня у вас состоялась очередная отправка. Скажите, да, пожалуйста, с каким человек. настроением уезжали ребята, насколько они были подготовлены, воодушевлены? Вы знаете, конкурс был огромный, все рвались, все хотели. Самое удивительное, несовершеннолетние там, до 18 лет пытались, и родители пытались их, и они сами рвались. Но мы отобрали 80-летних таких серьезных ребят, провели с ними беседу с участием религиозных деятелей, несколько родительских собраний, показали видео, фотосъемки. Ребята, которые там раньше были, рассказали, какие там условия, что можно делать, что нельзя делать. По нашей просьбе АвтоВАЗ комнату моления там подготовил. Плюс к этому, если раньше в столовой там они питались общим, но после того, как мы попросили, отдельный стол халяльный для наших ребят сделали. Их стирают, им чистят помещение, гладят. Ну, практически как эти. Местное население очень добропорядочно, по-добрососедски относится. Тем более у нас прямой рейс. Еще один вопрос, который часто волнует, ну и справедливый, это оплата труда. Вот насколько она конкурентоспособная? Если в апреле месяце, когда мы посылали первую, там средняя заработная плата варьировалась 70 тысяч, 65-70 тысяч рублей, то АвтоВАЗ в этом году поднял зарплату до 100 тысяч. То есть там 3 смены на АвтоВАЗе. Это конвейер. Первая смена – это с 7 утра до 3 дня. Вторая – до 12 ночи с 4. И с 12 ночи до утра 3-я смена. Человек может отработать в одну смену, отдохнуть и выйти во вторую. Двойная оплата идет. Если ты суббота, воскресенье, выходной день вышел, тоже двойная оплата идет. Также говорили о первоначальной выплате, так называемые подъемные. Есть ли они и сколько они составляют? Вы знаете, вот это стажировка. Мы сейчас говорим о стажировке. Если человек там трудоустраивается на этом заводе, то сразу же, если через службу занятости Самарской области, то 200 тысяч подъемных ему дают. Если он пришел просто так устраиваться напрямую на завод, то тогда ему ежемесячно доплачивается всем работникам, которые поступили, ежемесячно в течение года доплачивается 10 тысяч для аренды жилья. Там, если ты в армии был, там, соответствующим образом еще 20 тысяч доплачивают. Если студент после окончания сразу пришел, 10 тысяч добавляют. Ну, там очень много таких интересных предложений. Работники, если ты в течение года отработал, поехал на санаторно-курортное лечение, то 90% потраченной суммы тебе возвращают, когда ты возвращаешься. Если для молодых семей это особенно хорошие условия, там детский сад, школа, секции, бассейны, все это бесплатно. Вы отметили, что в этом году планируется увеличение числа обучающихся с 25 Увеличили мы уже. До 125 Увеличили, человек. Да. Скажите, пожалуйста, вот эта специальность, получается, ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Да. Вы отметили, что все ваши планы, они настолько хорошо реализовались, даже превзошли ваши ожидания, в связи с чем вы и увеличили это число. Да. Вот насколько ваш колледж готов сегодня создать необходимые условия для обучающихся?
все ли у вас есть подготовлено. То есть увеличивается число, да, обучающихся, получается необходимая дополнительная аудитория, преподавательский состав. Вот как у вас вот эта работа налажена уже? Ну, у нас проблем нету. Более того, я вам скажу, что по личному поручению Соколова Максима Юрьевича нам с Ленинградского регионального отделения передали благотворительно в дар оборудование для профессии ремонта и технического обслуживания автомобиля больше, чем 500 тысяч, там где-то 670 тысяч стоит это оборудование. Это коробки передач, автоматические двигатели, фары, там, мосты. Специально снарядили машину и нам привезли. Более того, сейчас АвтоВАЗ нам обещал помочь с транспортом, то есть в учебных целях транспорт выделить. Там у нас идет производственная база практически там, теоретически мы можем здесь подготовить. Вчера у меня был представитель, такое предприятие, раньше называлось «Магнитка», Магнитогорский горно-металлургический комбинат. Мы с ним договорились, что на тех же условиях, то есть за счет их денег, переезд, проживание, питание бесплатно, они тоже готовы принять наших студентов по тем техническим профессиям, которые нам необходимы. Там, сварщики, электрики и так далее. Для чего нам это надо? От того, что мы здесь на учебном оборудовании их готовим, когда они приходят на производство, их приходится переучивать. Там совершенно другие, иногда бывает другое оборудование, климат, там это все. А тут во время практики они проходят все это, видят, работают, получают полноценную заработную плату. Ну, представляете, 18 лет принести домой первую зарплату, там, родителям отдать во время обучения. Таких условий раньше не было. Здесь Магнитогорский комбинат даже пошел на то, что готов даже несовершеннолетних взять. Единственное, они их не будут оформлять и на производство запускать, но в мастерских, получая половину заработную плату, они готовы их обучать дополнительно. Для чего это делается? Это делается для того, что там сегодня в Центральной России, в крупных предприятиях у нас большой провал в рабочих профессиях. Старшее поколение ушло на пенсию. В свое время мы все рвались за экономистами, юристами, думая, что это самое успешное, самое такое быстро обогащение, профессия, в которой можно быстро получить большие финансовые средства. Там. Но сегодня мы понимаем, что любая профессия может обогатить человека, любая. Главное, чтобы он в этой профессии был профессионалом. Когда у нас машина ломается, или там ремонт нужен, или даже мы в детский сад или в школу устраиваем ребенка, что мы делаем? Мы начинаем звонить, искать лучшего преподавателя, лучшего электрика. Мы же не идем там, кого попало, не ставим. А почему он лучший? Потому что в своей профессии он мастер. И иногда, я вам скажу, сегодня сантехники в день не менее 10 тысяч рублей зарабатывают. Да. Я вот, будучи директором, там 1500, например, в день у меня. Он пришел, 2-3 часа поработал, выполнил объем работы качественно и получил вознаграждение. То есть не важна профессия, важен подход, профессионализм. Ну, возвращаясь к АвтоВАЗу, вы готовы помогать вашим студентам, насколько мне известно, трудоустроиться. Вот что им сегодня в первую очередь необходимо? Вы знаете, это со стороны кажется легко, там, позвонил, договорился, там, отправил. Но это переживание. Каждый вечер мы созваниваемся, видеозвонки, видеоселекторы устраиваем, объясняем. Мы всегда говорили и будем говорить по-ингушски «эсдела, мадухлыш», то есть честь не уроните. Вы, в первой группе мы говорили, вы первые, как вы себя покажете, так к нам отношения будут. Там помимо моих студентов есть люди, которые напрямую обращались, работают. И на сегодняшний день грех нам не воспользоваться той ситуацией, которая сложилась на крупных предприятиях. Огромное количество рабочих мест. Мы же не говорим на всю жизнь там остаться. Остаться, поработать, научиться квалифицированно. Вот он поработает на АвтоВАЗе, приедет, откроет техническую станцию обслуживания. Пригодится усиленно да, на родине. Он знает полностью содержание этой машины, он работал при ее создании.
это профессионал. Это профессионал. Тем более при санкционных давлениях мы видим, что у нас иномарки сокращаются, российский автодром расширяется. И поэтому нам нужны специалисты, которые потом вернутся в республику и будут квалифицированы. Об этом говорит всегда глава нам нужны технические специалисты. Но технического специалиста подготовить нелегко и очень дорого. Это надо покупать соответствующее оборудование, это надо, помимо оборудования, должны соответствующие профессионалы должны быть, которые их будут обучать. А здесь профессионалы работают на предприятии, каждому ребенку дают наставника они. У каждого ребенка свой наставник. И вот он как на сетках ходит с этим ребенком, учит, подсказывает, показывает. Ну, опыт очень хороший, стремление очень большое, но тут есть одна маленькая проблема, которая перекрывает все. Это нежелание родителей далеко отпускать детей от себя. Вот раньше такого, в мои детские годы такого не было. Ну, это действительно проблема, потому что родители сейчас боятся и в армию отправлять, и на работу за пределы. Но стоит отметить, что АвтоВАЗ играет исторически одну из самых значительных ролей в экономике нашей Самое страны. крупное предприятие России. Это, да, крупнейший производитель легковых автомобилей. Вот в связи с этим, как бы вы обратились и к родителям, и к самим молодым людям, вот какие возможности все-таки дает работа, практика именно на таких крупных предприятиях, насколько это престижно и пригодится им в дальнейшем? Вы знаете, вот возьмем элементарно, я еще раз повторюсь, 2,5 месяца этот ребенок находился бы дома. Ну, утром уходил бы, вечером приходил бы, видел бы ту же самую обстановку, те же самые люди, которые с детства вокруг которые его окружают. А здесь он выехал за пределы республики, посмотрел, как люди живут, посмотрел, насколько огромна наша страна, насколько огромные предприятия. У него сознание меняется. Вот как раньше, в мою юность, если ты в армии не был, там, посылал сватов, первый вопрос был, а он в армии был? То есть он серьезный человек. Серьезность человека определялась, выезжал ли он, как он себя вел за пределами, какую школу он там прошел. И это играло огромную роль. А мы сейчас хотим в тепличных условиях молодежи, конечно, они там от безделия и машины будут крутить. И, кстати, мы договорились, и АвтоВАЗ поддержал эту идею. После его посещения меня приглашал Максим Юрьевич на гонки автомобильные. Там АвтоВАЗ команда есть специальная гоночная. И там мы договорились, что лучшие студенты всех колледжей республики через Союз машиностроителей мы будем давать им билеты на посещение вот этих гоночных мероприятий. Там. Их 4 таких гран-при проходят в России, и мы эту практику продолжим. А здесь родителям бы я порекомендовал бы так. Вы знаете, мы все верующие люди. Человек не живет бесконечно. Но если нам суждено, будем ли мы находиться дома, за пределами, где бы мы ни находились, если время закончилось, все. Но думая, что рядом с тобой с ним ничего не случится, и, ну, хорошо, ну, мы повзрослеем. Что дальше с ними будет? Кем они будут? Где они будут зарабатывать? Кто их будет содержать? Мы пока содержим, пока можем. Если он ничего не видел, если он не выехал, если он не знает, как работать, если у него есть 10 дипломов в кармане, но работы нету здесь, так надо поехать, найти. Мы предоставляем эту возможность. Поработать, заработать. Вот через наш колледж огромное количество по вахтовому методу мы направляем. 120 тысяч, 100 тысяч, 90 тысяч в месяц. Перелеты бесплатные, проживание, питание бесплатное. Ну, здесь бы он находился, чем бы он занимался? Стоял бы там на углу с ребятами там это. И неизвестно еще в какой компании. В какой компании там. А тут работает, это серьезный человек. Вот он может жениться, он может содержать семью. Ведь самое легкое это что? Свадьбу отпраздновал. Быт. И тут
Вот такие места, в принципе, молодоженам очень удобно. У нас республика маленькая, мест мало, рабочих мест, к сожалению, мало. Если даже есть рабочие места, нету профессионалов. Я с крупными нашими предпринимателями предприятия объездил, им нужны вакансии, у них есть вакансии, но им нужны профессионалы, которые могут сразу же начать работать. А профессионала воспитать очень трудно. Вот это наша первая цель, это взять ребенка, обучить его, квалифицированно обучить и выпустить. Здесь мы будем использовать разные методы. Хотят, не хотят, пришел он. У нас закон такой. На практику поедут на то предприятие, которое мы ему определим. Не хочет, пускай забирает документы. Но если мы обязаны из него сделать специалиста, мы его сделаем. А другого не будет. Спасибо вам большое, Мустафа Туганович, за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем вам удачи, достижения поставленных целей, ну и воспитания достойных профессиональных кадров для нашего региона. Я думаю, эту работу мы будем и дальше продолжать взаимно, совместно со всеми органами нашей власти. Это наши дети, это наше будущее. Спасибо. Ну а прямо сейчас мы поговорим о деятельности криминалистов Следственного отдела. У нас сегодня в гостях руководитель отдела криминалистики Следственного управления СК России по Ингушетии Увейс Погоров. Увейс Магометович, здравствуйте. Рада вас видеть в студии программы «Главное». Ну, людям всегда интересно, чем на самом деле занимаются криминалисты. Многие детали вашей работы в силу каких-то профессиональных особенностей не могут быть известны общественности. Ну и все же давайте начнем с деятельности Следственного управления и в частности вашего отдела криминалистики. Что в целом входит в задачи криминалистов? Прежде всего, я бы хотел обозначить, что в 2011 году указом президента Российской Федерации создан Следственный комитет Российской Федерации, в составе которого в субъектах созданы следственные управления. В каждом следственном управлении на сегодняшний день существуют образованные и действуют отделы криминалистики, в каких-то управлениях есть управления целые криминалистики. Это зависит от штата, от территориальной принадлежности, то есть от площади территории следственного управления, которое обслуживается. Ну, в нашей республике на сегодняшний день в штате отдела криминалистики состоят 10 следователей-криминалистов и 1 старший специалист, полиграфолог. Вот следователи-криминалисты, они работают у нас в основном по зональному принципу, они разбиты на территории, то есть есть в Карабулаке, в Сунже, в Малгобек, Назрань, и есть у нас районный отдел, который обслуживает Джейрахский и Назранский район, это в городе Магасе. А кроме того, и часть находится в управлении, непосредственно в самом отделе. Следователи-криминалисты, как участники полноправного уголовного судопроизводства, вступают в работу вот с момента поступления сообщения о преступлении. Основная задача криминалиста — это оказание практической методической помощи следователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления на месте происшествия, в том числе и особенно акцентируется на этом внимание с применением высокотехнологичной криминалистической и специальной техники. Вот конкретно об этой технике хотелось бы услышать. Мы понимаем, что мир не стоит на месте, в мире появляется новая техника, различные средства, и да, кто-то их в добрых целях использует, злоумышленники, преступники в своих корыстных целях. И, естественно, необходима и вам какая-то техника, чтобы раскрывать те или иные преступления. Вот хотелось бы услышать, какая именно у вас имеется в наличии и насколько активно она применяется, и имеются ли какие-то положительные результаты. На сегодняшний день, как вы подчеркнули, мир очень сильно развивается в плане технологий, и здесь необходимо отметить, что даже в условиях санкционной политики в отношении Российской Федерации наши ученые не стоят на месте. Я бы даже подчеркнул, что если не идут немного, то уже немного на опережение идут. Допустим, вот у нас был аналитический комплекс, УФЭТ так называемый. Это комплекс по сбору, анализу цифровых данных из технических устройств, телефоны, сим-карты, флеш-карты, все что угодно. Но, однако, ввиду санкционной политики уже более 4 лет лицензия на данное программное обеспечение не продлевалась. И вот в связи с этим уже наш собственный производитель
создал программный продукт целый, программное обеспечение, которое не то что хуже или наравне, даже намного улучшило результаты использования этого программного комплекса уже на территории нашей Российской Федерации. Программный комплекс называется «Мобильный криминалист», позволяет извлекать в том числе удаленные данные, восстанавливать их и уже проводить их осмотр более детально, что наряду с другими доказательствами имеет очень большое значение, потому что есть много случаев, когда в любом случае, как и мир не стоит на месте, да, в плане развития технологий, так и лица, да, которые их используют не в каких-то противоправных деяниях, они знают, что можно удалить, что можно в части там, восстановить что-то и так далее и тому подобное. И вот в противовес, грубо говоря, как говорится, антидот этому всему, вот это программное обеспечение «Мобильный криминалист» очень сильно нам помогает. Помимо этого у нас имеется очень тоже такой весомое техническое устройство, это детектор взрывчатых веществ. Детектор взрывчатых веществ, здесь надо отдельно отдать ему должное, что в свете, недавно у нас были очень серьезные такие происшествия, имеется в виду, 10-е годы, 11-12 год, когда активный был разгул преступной деятельности, незаконных вооруженных формирований, очень сильно применялись различные взрывные устройства. И у следователя очень сжатые сроки расследования. Уголовно-процессуальный кодекс обозначил 2 месяца. Есть возможность продления сроков следствия, однако следователь пытается уложить эти в 2 месяца, и в эти 2 месяца ему необходимо провести весь комплекс экспертиз и уже иных следственных действий. Однако этот детектор взрывчатых веществ на таких местах происшествий, где были взрывы, применена взрывчатка и так далее и тому подобное, он позволяет нам заранее определить тип взрывного устройства, и уже когда при назначении экспертизы следователь имеет возможность поставить конкретный вопрос, штатный он или не штатный боеприпас, то есть самодельного или заводского изготовления. Вот как-то так. Есть и иная техника, которая позволяет достичь много положительных результатов. Увайс Магомедович, хочется поговорить о приоритетных задачах, о вашей работе. Вот все-таки какие направления приоритетные контролируются и сопровождаются вашими криминалистами? Со дня образования Следственного комитета в 2011 году, как отдельного органа, председателем Следственного комитета России Александром Ивановичем Бастрыкиным определено приоритетное направление деятельности, в числе других. Это расследование, раскрытие преступлений, совершенных в прошлые годы. То есть это имеется в виду уголовные дела, которые были приостановлены в 80-х, 90-х, 2000-х годах до образования Следственного комитета и остались нераскрытыми. В целях исполнения и поручений председателя и достижения определенных результатов положительных в этом направлении в Следственном управлении создано, в каждом следственном управлении, даже я отмечу, и в субъектах, создана и действует аналитическая специальная группа. В состав этой группы включены и наши сотрудники, и отделы криминалистики, и территориальных следственных подразделений, а также органы дознания, то есть МВД, Федеральная служба исполнения наказаний, и в некоторых случаях сотрудники ФСБ тоже подключаются, нам помогают. Вот на этих заседаниях аналитической группы мы берем конкретное уголовное дело. Сначала изучается уголовное дело, какое-нибудь поднимается из архива, смотрим, изучаем каждое дело, выискиваем перспективу назначения повторных судебных экспертиз. Допустим, есть, как мы обсуждали, мир не стоит на месте, исследования, они развиваются вовсю, потому что даже в качестве примера, я приведу позже, и все эти дела поднимаются, изучаются, составляется по ним конкретная информация, справка, докладная, чтобы уже дальше видеть путь, по которому нам надо двигаться в целях его раскрытия этого преступления, либо уже обеспечения полноты и уже сказать, что да, ничего не получилось, но мы постарались. Однако у нас главная цель раскрыть, постарались, не получилось, не принимается. Стараемся не руководствоваться этими мыслями. Ну а бывает такое, что это не получилось? Бывает, к сожалению, что не получилось. В случаях, я могу сказать конкретно, даже имеется в виду случаи, когда дело старое, реально старое, имеется в виду 80-х годов, 90-х годов.
дело передавалось неоднократно из одного органа в другой, из территории в территорию, да, допустим, спорный там, то ли это Сунжа, то ли это Карабулак, это передается. То есть, когда дело, как бы это грубо не звучало, кочует из отдела в отдел, зачастую вещественные доказательства утрачиваются. Есть на сегодняшний день, да, определенное количество дел, по которым вещественные доказательства утрачены безвозвратно, и мы не можем их исследовать ни по какому направлению деятельности на сегодняшний день. Поэтому вот такие дела, да, к сожалению, они как бы приводят нас к тому, что приходится признать, что без их наличия мы не можем сделать определенный какой-то результат на этих делах положительный. Ну а все преступления, которые уже в наше время совершаются, то есть они все на 100% раскрываются? Нет, к сожалению, да, к сожалению, не все преступления, которые в настоящий момент совершены, даже в текущем году, не все преступления раскрыты. Нельзя сравнивать, я бы сказал, что вот старые преступления, как бы, ну, имеется в виду дела прошлых лет, их сложнее раскрыть, а нынешние легче раскрыть. Нет, ничего подобного. В этом смысле я как бы немного добавлю, что вот менталитет нашего народа сложен так, что даже являясь явным очевидцем совершения преступления, люди очень неохотно идут на контакт с правоохранительными органами в плане дачи показаний, опознания преступника, дачи его описания. И поэтому у нас тоже затруднение вызывает вот такие моменты. Однако мы не опускаем голову, не стоим на месте, мы принимаем все возможные меры, чтобы эти преступления не оставались раскрытыми. Но тут необходимо отметить, что преступления, у них же есть срок расследования. Да? Срок может быть и до года, и свыше года. Это по решению центрального аппарата, они продлеваются, сроки следствия. Поэтому сроки расследования у нас есть, и если мы его не раскрыли в течение ближайшей недели-двух, это не говорит о том, что мы остановимся и не будем дальше двигаться с целью его раскрыть. Интересные в таком случае цифры. Вот в текущем году какая статистика, как вообще в целом складывается ситуация по совершенным преступлениям против личности, процент раскрываемости и с какими сложностями вам пришлось столкнуться в этом году? Ну, знаете, вот, к сожалению, вот, такое преступление, как убийство, оно имеет место быть, да, на земле со дня создания человека. Да. Поэтому эти убийства, к сожалению, на нашей республике происходят и происходили в этом году за истекший период. В истекшем году у нас совершено 9 убийств. Мотивы совершения преступления указанной категории, они разные. Преобладающее их большинство, они на бытовой почве, то есть поделили что-то не так, сказал что-то не так, вот что-то такое. Явных таких причин, да, для совершения убийства на самом деле не существует, потому что это как-то, ну, это не по религии нет, по религии порицается и даже общечеловеческими принципами. На сегодняшний день раскрываемость убийств, да, по республике составляет 77%. Это против 80 аналогичного периода прошлого года. В настоящее время следователями расследуются еще 6 уголовных дел, по которым лица не установлены. Однако работа проводится и будет проводиться до тех пор, пока лица причастные не будут установлены и привлечены к установленной ответственности. Ну, еще один, мне кажется, один из самых тяжких видов преступлений – это террористические, которые несут огромные человеческие жертвы, угрозу в целом безопасности населения страны. Вот именно в этом направлении какая работа проводится Следственным комитетом по борьбе с терроризмом, и вот насколько тяжело раскрывать эти преступления? Следственное управление, наряду с другими правоохранительными органами, в том числе и в каждом муниципальном образовании созданы антитеррористические комиссии, проводят свою работу определенную в борьбе с терроризмом. На сегодняшний день в Следственном управлении вот в текущем году возбуждено более 20 уголовных дел о содействии террористической деятельности, об участии в незаконных вооруженных формированиях, в том числе на территории иностранных государств, противоречащих интересам российского государства. Все преступники, абсолютно все, скажу, вот в этом году, по которым возбуждены уголовные дела, все преступники, они установлены, преобладающее их большинство находится на территории иностранных государств, где они принимают еще участие в этих террористических организациях.
В рамках работы Следственного управления по борьбе с терроризмом у нас действует под руководством центрального аппарата постоянно действующая аналитическая группа, в составе которой также включены и руководители подразделений территориальных и центрального аппарата. Уголовные дела о совершении террористических преступлений обсуждаются, вырабатываются дальнейшие планы по их работе, по этим делам и, соответственно, обращение в компетентный орган иностранных государств в случае установления обвиняемого лица на территории той или иной страны. Работа продолжается и будет доведена до конца. До конца года какие цели вы перед собой ставите? Много ли дел на данный момент расследуется вашими криминалистами? До конца года целей очень много, если так сказать. Вы знаете, вот в нашей службе поставлена одна цель, ты не можешь ее ограничиться и сказать, вот я эту цель достигну и все. Потому что цели, они каждый день, они обновляются. Сегодня ты одно направление берешь, завтра тебе приходит повторное. То есть совершается преступление, поручается центральным аппаратом, это вот движение. Поэтому, вот, грубо говоря, романтика этой работы в том, что ты не стоишь на месте и, как бы, не уперевшись в стену, в одну точку не идешь. Тебя постоянно двигает по развилке жизни вот эта работа. Поэтому цель у нас добиться определенных положительных результатов, закрыть текущий 2024 год, как и у других правоохранительных органов, как и у других работников, с положительной динамикой и минимизировать нераскрытые преступления. Ну и напоследок хотелось бы напомнить зрителям, отметить, что 19 октября исполняется 70 лет со дня основания службы криминалистики. Вы празднуете в этом году юбилей. Что бы вы пожелали в связи с этим вашим коллегам? Да, в преддверии 19 октября, это круглая годовщина, 70 лет со дня образования службы криминалистики. Ну, хотел бы, во-первых, пожелать здоровья, удачи и успехов своим коллегам в этой нелегкой службе, однако на которой мы стоим и будем двигаться дальше, добиваться положительных результатов. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить своего прежнего руководителя отдела криминалистики с этим праздником, несмотря на то, что он на пенсии, Барахоева Микаила Магомедовича, уважаемого человека в республике, а также в нашем следственном управлении. К сожалению, да, по сроку Микаил Магомедович ушел на пенсию, однако мы его не забываем и просим в любое время приходить к нам в гости, будем рады. Спасибо вам большое. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Хочу также поблагодарить вас за ваш колоссальный труд. Когда у меня спрашивают, где бы я никогда не работала, я всегда говорю в Следственном комитете, потому что на самом деле это такой самоотверженный труд. Вы всецело посвящаете себя работе, нашей безопасности, справедливости. И, конечно же, хочется вам пожелать здоровья, потому что в вашем нелегком направлении это очень важно. И физическое, и моральное, и психическое здоровье. Спасибо вам за интересную беседу. А я с вами прощаюсь, уважаемые зрители. Это была программа «Главное». С вами была Диана Дударова. Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале «Магаз».